и через систему электронных платежей. Всем привет! Себя закон. Так, ну что, тут у нас Туймада, торговый центр. Сейчас с вами погуляем по центру города. Теперь все якутские производители Батубалык. единой торговой площадки. Так, пока еще никого нету. .ру. Подождем. Сувенирная продукция, продукты питания, одежда, текстиль, хозяйство. Это памятник собачкам. Памятник собачкам. Доставка по всей России. Дворнягам. www.edb14. Вот они какие собачки. Сделано. Так, пока еще никого нету. Ну что ж, давайте погуляем с вами. Я поснимаю, может быть, кто подключится. Сегодня у нас пятница, конец рабочего дня. Много гуляющих людей. Стали на светофорчик. Вот он, смотрите, такой большое здание такое, Туймада. Торгово-развлекательный комплекс называется. Ну что, улица Орджоникидзе. Опять у меня что-то фокус гуляет. Опять, говорю, фокус гуляет что-то у меня. Так, интересно, сегодня почему-то я вот утром снимал в 7 утра по нашему времени. В Москве это 2 часа ночи было. Было довольно много, так сказать, подключений. А сейчас вот я вроде бы все на работе, что ли. Вот СРГ. Все на работе, что ли. Никого нету. Ну ладно, этот стрим я сохраню. Кому-то, может, интересно будет, посмотрим. Перфекто. Вот Якут геология, здание. Оно вот в этом месте, вот там, видите, да? Оно раньше длиннее было. Обвалился конец этот, и вот его так вот укоротили, короче. Дом правительства. Вот здесь вот. Это уже люди уезжают. А пока еще тут работают в нем. Хотя, в общем-то, уже все. Так, ну и мы с вами выходим на площадь Ленина. Площадь Ленина. Как бы мне его перехватить так, чтобы кнопки не нажать. Так, вот я взял. Нет, надо специальные какие-то перчатки мне, чтобы вот так ходить и кнопки нажимать, потому что ну, невозможно. Так, памятник Ленину. Какой-то ремонт идет. Смотрите. Почему никого нету на стриме? Вы что там все? Разбежались. Смотрите, какие елки я вам снимаю. Шикарные, шикарные елки. Так, давай фокус наводи. Вот он, дом правительства. Там таблицы такие. Таблички такие капитальные. Нанесены. Ух, какая ель-то вымахала. Смотрите, высокая. Выше 3 этажей уже. О, кто-то один есть, да? Кто-то один есть. Привет всем, кто смотрит, кто не смотрит. Ну, а я хотел вот эти елочки вам показать возле дома правительства. Вот такие вот они. Сейчас мы пройдем. Памятник, к сожалению, вот тут у нас он на ремонте, поэтому обнесен такой вот деревянной конструкции. Так, кто-то ушел уже. Был один и ушел. Видать,
Не стало ему интересно это дело наблюдать непонятное. И он отключился. Ох, вот люди гуляют с колясками. Так, я уже 5 минут снимаю. Вот такой вот пятничный Якутск, центр города, площадь Ленина. Вот там вот елка через дорогу, вывеска такая. А сейчас тут походим немного. Я заодно потренируюсь съемкам. Здесь вот такие вот олени или кто? Они зверюги. Так, давай, наводись. Наводись. Так, что у нас? Следующий год-то будет. Год быка, да? Вот он, бык с рогами. Вот танки. И игрушки. Так, ну вот. Вот они все тут соорудили. Вот такие вот. Это из дерева или из чего? Из пластика какого-то. Такие вот конструкции. И тут все пытаются фоткаться. Ну а сейчас мы с вами вон туда прогуляемся. Пока снимает сотовый телефон, я поснимаю. Это полиция едет, что ли? Моргает. Это все полиция. Ну а здесь что у нас? Вывеска с достопримечательностями, куда идти. Дом Арчи, Преображенский кафедральный собор, парк культуры, стадион Туймада. Вот куда двигаться надо вам. Показатели, если вы не местный, можете поэтому сориентироваться. Так, здесь проспект Ленина. Подошли. Так, переход. Все. Заработал. Заработал. Переход. Переходим. 7 минут уже снимаю. Никого почему-то нет. Смотрите, тут что у нас сделали. Вот эти вот горки поставили. Они покрасили их, что ли? Похоже, покрасили. Раньше были не крашеные, чисто деревянные. Сейчас покрасили белой краской. О, видали? Конструкция такая. Высокая горка, да? Вот их две таких здесь соорудили. Одна с этой стороны площади, а вторая вон с той стороны площади. Вот, смотрите, там сколько народу наверху стоит. Сколько народу стоит наверху. Кубарем всяко разно катаются. Так. Короче, вот у нас сколько людей на площади Ленина пришли. Узнали, видать, что здесь горка. Горки сделали и начали люди сюда приходить. О, один уже какой-то смотрящий. Кто-то, да? Так, пойдем. Ух ты, что, олень? Ну, настоящий олень, смотрите. Я вам все показываю. Настоящий олень. Вот тут сани садят. Смотрите, ребята садят, и вот олень настоящий. Видали? Живой олень с рогами. Вот я вам показываю оленя. Вот. Живой олень. Где там олени есть еще? У вас есть олени? Смотрите. Рога, все настоящее.
Вот они, видать, ждут еще одного. Это, не могут. Ну вот он. Смотрите на оленя. Вот еще одного хотят посадить. Ждут. Все, пошли. Пошли. Смотрите, какие. На оленях катаются. Здорово же, да? Вот так вот. И снимают его. Такая вот память останется. Можно фоточку сделать. Ну и вот эта надпись. Лайк уже поставили. Спасибо за лайк. Так, за надпись у нас здесь. 2021 год. Вот она сделана. Такие, смотрите. Каркас. И он этим гирляндами, да? Гирлянды, смотрите, уложены гирлянды. Вот так вот. А тут у меня дергается камера. Тут людей полным-полно. Фоткаются, встали. Обязательно надо вот в этом вот кружке, нуле в этом зайти, обнулиться, да? Сделать обнуление себе. Так. Ну тут, конечно, да, очередь. Все ждут. Так, ушел. Один был и ушел. Так. Сейчас мы с вами вот к этой елке подойдем, посмотрим. Интересно, почему люди не хотят смотреть? Наверное, все заняты сейчас. Ну, зато лайки есть. Уже хорошо. Вот она, елочка. Елочка, сейчас иголочки. Вот она как у нас обделана. Ну, опять по периметру вот это вот висит гирлянда светящаяся. И здесь сейчас мы туда, кстати, тоже пройдем. Вот эта арка или как улитка. Что это такое? Улитка. Тоже тут фотосессия сплошная у людей. Давайте мы с вами просто так зайдем в нее. Так, тут мне главное не грохнуться. Вау. Как вам вид? Класс, да? Ну вот, а у вас есть возможность посмотреть, не приезжая в город Якутск, на эти красоты. Улитка. Так, пойдемте тогда дальше гулять. Я прямо здесь. Ой, проваливаюсь. Там еще машина. Еще машин полно. Ну вот она, елочка у нас, смотрите. Площадь Ленина. Еще вторая елка есть на площади Орджоникидзе. Я не знаю, если удастся дойти с сотовым телефоном. Ух ты, тут, смотрите, тут тоже на оленях катают, но здесь больше. Давайте подойдем. Как это все выглядит. Больше сани вот эти, да? Там были маленькие. Олень большой, смотрите, какой олень. А тут даже это светится. Вот они по кругу катают, да? Тут 4 человека, 4 ребенка сидит. Видали? Олененок. Но здесь олень побольше будет. Рога у него побольше будут. Во. Вот так вот мы катаемся. Зимой на оленях в Якутске. Да, там оленя берете в прокат и катаетесь на нем. Так, ну что, здесь еще одна горка. Тоже вот такая вот высокая, большая, длинная. А-то их покрасили в этом году красочкой и собрали.
Здесь, ой, собачка, она же замерзла. Сегодня сколько? Градусов 20, наверное, что ли? Так. О. Вот такая вот горка. Высокие горки. Там металлическое покрытие, да, похоже? Металлическое покрытие. Это не накатали еще. Надо это водой облить, чтобы лед был здесь. Или хороший надо иметь. Как эти? На чем скатываешься? Ледянку. Ну что, пойдем прогуляемся дальше с вами. Это была у нас площадь Ленина. Пойдемте прогуляемся. По проспекту Ленина. Так, наверное, я перейду на ту сторону, где мне лучше это сделать. Здесь. Так, сколько секунд там? 17 секунд осталось у меня. 12 на светофоре. Стоим, ждем. Интенсивный сегодня поток какой, смотрите, да? Так, все, переходим. Так, главное мне не выронить сотовый из рук, а то он может разбиться и будет не очень хорошо. А потом от Туймада, этот торговый центр, оттуда мы пришли. Я оттуда начал вести оттуда стрим. 5, 4, 3, 2, 1, спуск. Как ракета запускается, да? И все, идти можно. Так, здесь вот здание, когда-то здесь было Якутзолото у нас, организация. Сейчас здесь куча раз, короче, организаций. А вот здесь вот напротив здание компании Алроса. Известный добытчик алмаза в Якутии. Там у них, смотрите, можно было потуда, даже там быка поставили они, а я, блин, надо было потуда пойти, ну теперь уже. Ну ладно, здесь с этой стороны тоже можно что-то поснимать. Там я уже снимал, с этой стороны редко когда снимаю. 17 минут идет стрим. Надо как-то оповещать заранее, что ли, что будет стрим. Так, что-то мне там упало. Бриллианты Якутии. Смотрите, это магазин. Бриллианты. Вот. Там напротив здание Русского драмтеатра, построенное в 50-х годах в классическом стиле. Ну и мы с вами приближаемся к гостинице «Полярная звезда», или какое у нее еще другое название есть. Азимут, да? Так, давайте вот посюда, по этой дороге. Заодно я елочки поснимаю. Проезд запрещен. Такие елочки здесь высажены, уже готовые. Тут подсветочка, все. Видели, как все цивильное? Азимут, отель Якутск. И вот даже у них тут изо льда, смотрите, название гостиницы. Азимут. Фокус гуляет, видите, да? Туда-сюда прыгает. Так, и здесь мы видим быка. Вот он, бык. Бычара какой. Смотрите, бык. Светящийся. Бык. Вот. Так, и... О! Один человек меня смотрит, ура! Всем привет, кто смотрит, кто не смотрит. Надеюсь, потом в записи посмотрят.
Сегодня у нас потеплело, градусов 20, наверное, 25, что ли, так. Поэтому я гуляю, хожу вот по центральной улице города Якутска, проспекту Ленина. Мы сейчас были с вами на площади Ленина. Там елка стоит и две горки больших поставили. Ну а сейчас мы гуляем. Если удастся, если сотовый телефон не отключится у меня от мороза, мы дойдем с вами до площади Орджоникидзе. А так пока вот так вот гуляем. Смотрите, у нас сколько снега. Хорошо. Снежок. Свежо на улице. Свежо, хорошо. Так, уже лайк посмотрел и лайк не поставил. Отлично. Это административное учреждение. Здесь много всяких компаний находится в нем. Так, это у нас улица, вот эта вот улица Короленко. Туда вон, если идти по ней, можно дойти до... У меня пропускают машины. Можно дойти до парка культуры и отдыха. Так, Сабвей. 24 часа. Тут здание, тоже такое старинное здание. Видите, у него колонна еще. Это здание, ну как он, Якут Граждан-проект, что ли? Нет, подождите, или как? Ну, геодезическое предприятие было, да. Вот здесь вот. Когда-то в нем находилось, а сейчас, по сути дела, вот первый этаж весь сдали под магазины. А раньше здесь был этаж сдан. Здесь зато сделали вот такую вот лестницу такую с заездом. Раньше этого входа не было. А здесь все мы пишем: территориальная федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Вообще что-то другое. Уже к геодезии, картографии никакого отношения не имеет. Вот. Арка такая, переулочек. Здесь ну, вот в этом магазине, вот в этом доме здесь магазины были какие-то. А сейчас здесь Бургер Хит. Вот он там. Если вы хотите перекусить, пожалуйста, вот сюда. Сюда и кушайте бургеры. Сытные бургеры. Ух ты, смотрите, какая техника. 23 минуты я уже стримлю. Смотрите, наверное, надо побыстрее мне шопать. Грейдер, да? Дорогу очищает. Вот он такой вот красавчик. Маленький. Стоит. Вот здесь у нас Билайн, связной магазины. Напротив мэрия. Здание, которое продают с торгов. Ну и остановка, кинотеатр центральный, такая большая. А там, видите, да, электронный дисплей. Здесь видно, какие автобусы когда придут. Видно, да? Вот он, электронный дисплей. Так, сам кинотеатр центральный. Здесь все время какая-то музыка грохочет. Обычно, или рекламу показывают они. Вот на этом вот экране. И здесь бык из снега, ледяной бык. Я тут подходил, у него даже глаза светились. А, точно светятся глаза, смотрите. Точно светятся. С этой стороны светятся. И с этой стороны светятся глаз. Видно, да? Вот он весь из снега и льдом покрыт. Вот такой бычара. Рога какие у него. Да? Что, неужели никому не интересно, а? Я такие вам вещи показываю, а вы
Никто стрим не смотрите, 1 лайк всего. А вот этот памятник, смотрите, дворнику. Дворнику памятник. Смотрите, интересно как. Вот он с метлой стоит, да? Вот это метла у него. А это сейчас мы поворачиваемся. То есть он одинаковый со всех сторон, смотрите, да? Прикольно, да? Такой вот памятник дворнику. Из металла или что он сделал. А здесь рождественский приз стоит. Вот эта тачка будет разыграна. Уру ювелир. Вытерел лотерейный билет. Кто хочет, пожалуйста, покупайте с бриллиантами. Так, переходим, короче, мы переходим. Смотрите. Короче, харчевни. Вот здесь вот харчевни, покушать. Так, ну туда мы не будем переходить. Там у нас проспект. Вот эти вот несколько магазинов. И как Саха-Экспо. Саха-Экспо. Проходим. Проходим. Сколько людей ходят, а? На это. Баннер рекламный пустой. О, один человек смотрит. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не логично. Тем более я вам самого холодного города в мире, который весь построен на сваях железобетонных. Все дома у нас на сваях. Вот здесь вот закрыто, да? А там сваи под этими плитами. Я вам стрим веду самого холодного города мира зимой. О, спасибо за лайк. 2 лайка уже. Ура! Живем. Дойти бы еще нам до площади Орджоникидзе. Там я хочу вам этот фонтан показать и елку. Там еще ледовые фигуры. Лишь бы у меня только телефон не разрядился. Я не знаю, посмотрим. Давайте ускорим шаг. Раз, два, раз, два, раз, два. Так, вот это вот здание. Так, что такое показывает? Снимает 28 минут. Так, сеть Нефертити парикмахерские. Вот здесь вот Нефертити видно. Но у меня, короче, что-то с фокусом у этого сотового телефона плохо фокус наводит. Вы смотрите, сколько людей, а? Целая куча. Тоже они, получаются, были на площади Орджоникидзе с этими спускаться ледянками, получается, были. И теперь идут на площадь Ленина. Видать, там горка маленькая на площади Орджоникидзе. А на площади Ленина 2 горки здоровых, высоких таких. Ну вот, подошли к зданию. Это гостиница Лена. Здесь ресторан, вон у них елка уже, смотрите. Не тут. Сегодня день дворника. Я, короче, хожу сегодня целый день дворники, потому что у нас снег падает. Снег падает. И надо убирать. А то гололед, понимаешь ли. И можно подскользнуться, упасть. Поэтому дворникам надо сейчас работать, конечно. Вот это вот здание, вход в гостиницу Лена. Здесь вот она. Еще давно она построена. Так, кто-то один смотрит. Это хорошо. Так, мне надо тут немножко... Так, вот сюда, если холодно, можно зайти вот этот погреться. Продуктовый магазин Солнечная Туймада. Но мы еще не замерзли, потому что у нас сегодня тепло.
20 градусов мороза. Это для нас ерунда. Так, напротив площадь, короче, Орджоникидзе пришли. Здание Лорпа вот такое большое. Вот такое оно. И поворачиваем на площадь Орджоникидзе. Смотрите, сколько здесь машин-то, припарковано. Да. Сколько здесь. Сегодня пятница, конец, завтра суббота, воскресенье, поэтому люди отдыхают уже. В общем-то, и сюда приходят многие посмотреть на ледяные скульптуры. На ледяные скульптуры. Да, наверное, может быть, знаете, что я чат не включил. А чтобы включить, у меня, извините, перчатки надеты я не могу. А снимать это целое дело. Снимать их целое дело. Поэтому извините, что не читаю чат. Так, машина здесь вылазит. Так. Ох, тут что творится-то, а? Куда они все прут? 31 минуту стримлю. Так, вот смотрим на фонтан. Фонтан сейчас вот так вот выглядит. Это как будто бы вот это вот струи, они замерзли зимой, и вот он так красиво светится. О, даже тут предупреждение, опасно. Объект находится под напряжением. Видали? Ну да, конечно, сколько здесь лампочек. Естественно, они под напряжением. Так, елочка. Вторая елочка. Уже много людей. Там он Чисхан и Харчана, детский, якутский Дед Мороз и якутская Снегурочка. Сейчас я вам покажу. Вот тут целая очередь на фотографирование, а это олени. Олени. Так, вот. Фотосессия тут не прекращающаяся фотосессия. Да, как они в темноте фотографируют, лица совсем не видно будет. Вот они. Сейчас я вам их наведу. Ну, что-то плохо. Там, если кому интересно более так в деталях посмотреть, значит, можете мои предыдущие видео. Там я хорошо отфоткал и видео снял. В формате 4К даже вам выложил. Вот такие волны. Смотрите, ограда такая. В виде волн. Таких вот. Красота, да? 2 лайка, 1 смотрит. Хорошо. Живем так. Ну что, а здесь вот такая горка. Вот видите, да? Такая горка маленькая. Естественно. Многие сейчас перебегают с этой площади Орджоникидзе на площадь Ленина, потому что там 2 горки. Ну давайте посмотрим на скульптуры, которые здесь. Давайте вон оттуда, с трона начнем, который тоже все время занят, потому что там фотосессия проходит. Вот тут тоже олень, смотрите, тоже олень, тоже катают, а тут белый олень, смотрите. О, белый олень. Угу. Везде олени. Так, ну давайте. Тут у нас вот эта гора, это Ленские столбы изображены. Вот в таком виде, смотрите, да? Ленские столбы. А это трон. Да, ну тут, конечно, да. Я тоже там снимал его в деталях, поэтому можете посмотреть. Так, теперь мы разворачиваемся и идем. О, тут дождик такой повесили. Зимний дождик, да? Смотрите. Так, как бы мне нажать-то, а? Блин, перчатки не проходят у меня абсолютно. Может, носом? О! Чат, видны все сообщения? Добро пожаловать, не забывайте. Ну все, давай. Давайте пишите мне что-нибудь. Я вроде бы чат открыл. Носом. Просто беру носом.
И чат видны все сообщения. Я, короче, додумался, как это делать. Ну, вот эти вот. Дождик этот, да? Площадь Орджоникидзе. И давайте с вами постримим фигуры вот эти вот. Так, я не вижу никаких сообщений. Вы ничего не пишете мне? Чат, видны все сообщения. Что подробнее? Зачем подробнее? Ладно. Так, вот. Ну, это лошади, да? Один конь, второй конь. Здесь вот такие вот. А это, видите, кто это? Заяц, что ли? Угу, заяц. Заяц. Ну, давай, фокусируйся. Фокусируйся. А тут, в этом домике, лисица. У домика, кстати, есть труба. Видите, да? Труба есть. Так, дальше подходим. Это что такое? Что-то круглое. Тоже. Что это такое? Не пойму я. Так, здесь надписи есть. Что это такое? Вот тут надписи есть. Я попытаюсь прочитать. Плохо видно. Обманщица лиса. Обманщица лица. Вот она. Здесь, короче, лиса изображена. Вы сами смотрите, где она там, лисица эта. Так, а вот это у нас птички. Такие вот птички. Птички вот такие вот. И вот у них очень хорошо проработанное оперение. Смотрите. Ну, что ты такой? Он хорошо работает, долго, да? Я уже сколько? 37 минут стрим веду. 37 минут. А вот фокус у него в темноте гуляет. Тут сейчас более-менее, да? Вот. Опять он. Надо что-то делать с этим фотоаппаратом. Видео, который... Что-то он так хороший телефон. Емкий, а? Так. Что такое? Что-то там мне опять пиликнуло. Так, а это, короче, вот это лисица с коровой или бык это. Что это? Санок катаются с горки. Это олененок небольшой такой, маленький и красивый. Подсветочку включили сейчас, вот такой вот вид. Конечно, переливается все. Вот так вот все выглядит. Можно даже вокруг обойти. Далее, да? Так вот поснимать можно сзади еще. Ага. Так, теперь мы с вами пойдем. Там еще скульптуры. Еще скульптуры. Смотрите, сколько народу-то, детей сколько на горе. Ой-ой-ой. Как много. Напротив, через дорогу, там вот 4-й магазин, ну как он раньше назывался, а сейчас это торговый центр Якутск. Первый этаж, вот все. Там всякие магазины. Елка. Вон. Смотрите, пятница. Сколько народу здесь. Сколько здесь народу. Так, люди пришли смотреть на ледовые скульптуры. Фотографируются все. Может, мне надо этот светильник с собой носить, чтобы он это подсвечивал. Так, вот еще одна скульптура. Здесь, короче, леший, вот он, вот его лицо лешего. Видно, да? О, навелся наконец-то. Так, меня никто не смотрит. Опять. А это кто? Заяц. Фотографируется, фотографируется. А вот олень. Смотрите, какой олень. О, рога какие шикарные. Шикарные рога, да? Скажите, да? И кто-то у него на спине сидит. Кто это? Собачка или кто? Да что он гуляет-то? Вот такой вот олень с шикарными рогами. А это заяц. Заяц.
Заяц, заяц, такой гордый заяц. Заяц-хвостун. Вот перед кем он хвастается? Вот этот воробей или это синица? Что за птица? Что за птица, если это синица? Так, а вот сейчас я вам Арчану покажу. Это якутская снегурочка. Вот она, как выглядит. Вот этот целый такой глыбы ледяной. Вот, как это? Вот она вытесана, смотрите. Ну, давай-ка наводись нормально, блин. Что-то у меня хромает в темноте. Фокусировка, извините, пожалуйста. Надо ремонтировать эту камеру, что ли. Во, Арчана. Даже я могу вам навести, снять вот это вот. Видно, да, надпись? Вот она. Какая. Люди приходят, смотрят, фотографируют. Так. Разворачиваемся. Ну и здесь памятник Кулаковскому. И здесь вот такая естественная горка. Катаются с нее детишки. То есть можно даже без горки кататься в любое время. Здесь все время кто-то есть. О, и сюда он свалился. Туда он свалился. Елочка. Оба. А здесь вот под ним арка, вот такая вот арка, видите, да? А такая вот арка. И здесь не просто какие-то панели, а у нас надписи. Вот на якутском языке надписи. Их тут много очень. И тоже внутри тоже вот все. Катаются. О, маска. Кто-то маску забыл. Или потерял. А вот такие вот ледянки надо, чтобы с горки кататься. Видите, ледянки, да? Вот такие. Под попу их ложишь и катаешься. Так, вот видите, слышите, там громыхает. Это вот птица. Ой, так, мне надо там. Я 2 сумки еще тащу. 2 сумки, представляете, вот это все время я сколько снимаю, 43 минуты уже стримлю. Я все хожу. С площади Ленина пришел на площадь Орджоникидзе. И вот все, не прерываясь. Да, а вообще-то я начал стрим от торгового центра Туймада. Вот здесь громыхает, короче, сейчас я подымусь по лестнице. Вот такие вот, короче, видите, да, под этой птицей. Так, мне что-то периодически приходят сообщения какие-то на WhatsApp. Пиликают. Вот видите, да? Если их вот так вот ударить, да, они вот такой звук издают. Так, один. Лайки ставим, пожалуйста. Кто смотрит, пожалуйста. Будем просить лайки. Так. Елочка. Так, и, короче, вот эти вот фигуры. Еще ряд фигур. Сейчас я их поснимаю. Так, здесь такие ступеньки. И опасно ходить по ним. Можно улететь. Поэтому надо аккуратно. Вот еще фигуры. Вон сколько их здесь. По-моему, с этой стороны 8 скульптур ледовых. Так, 2 зайца стоят, короче, вот там, видите, да? Один что-то тянется к другому. Угу. Так, дальше. А вот это ежик. Ежик. Лайки ставим, пожалуйста. Если не сложно, конечно. Вот там подсветочка включилась. Смотрите, разноцветная. Здесь разные цвета. Вот. У него корзина, смотрите, с этими грибы, что ли, он где-то нашел и идет. А сзади тоже что-то, смотрите, его. Давайте сзади сниму, чтобы нам видно было, что у него там, как он. Уже, кстати, снегом, смотрите, припорошило, поэтому вот она слоем таким покрывается снежным.
Вот. Цветная подсветочка. Такой вот ежик. Прикольный. Лайки, пожалуйста, ставим, если не сложно. Чат я что-то не могу никак запустить. Почему-то я вот включаю и не вижу никаких сообщений. Может быть, вы ничего не пишете? Вот тут ежик он. Ежик в тумане. Ежик в снегу. Ну, еще один олень. Смотрите, рога какие. Давайте. Подсветочка. Кстати, все фигуры, вот, смотрите, обнесены такими лентами. И написано, чтобы не заходили за них. Вот олень. Рога у него вообще, конечно. Это же надо изо льда вот это все сделать. Вот так вот. Как-то умудряются эти. Да? Изо льда все это вытесать. Какие-то технологии есть, видать. Приемы съема. Ой, это, точить как лед, да, этот. Так, в деталях и все. Вон. Вот. Такой вот Олежка. Так, и надпись вот можно прочитать. Тал-Таба. Ну, по-якутски. Авторы, кто вот его сделал. И название скульптуры вот этой. Олень, короче. Так, еще один олень. Но это уже маленький олень. Тут, кстати, если смотреть, уважаемые горожане, просим не заходить за ограждение и не трогать руками ледовые скульптуры. Материал хрупкий. В случае травмы администрация ответственности не несет. Внимание, ведется видеонаблюдение. Ну, правильно, да. То есть тут люди их делали. Это сколько тут труда. Это надо эти ледяные глыбы где-то взять. Вот такие вот с реки их вырезать. Потом сюда привезти, установить. Потом мастера должны вытесать их. Вот. Два оленя. Один постарше, второй помоложе. Так, а здесь кто у нас? Здесь Мишка у нас. Люди гуляют. Давайте так вот мы пройдемся. Так. А здесь вот напротив Саха-театр. Видно, да? Работает он. Сейчас нет, по-моему, театр сейчас все у нас закрыты, но здесь вот вывеска есть. Как-то онлайн они работают, по-моему, можно дистанционно спектакли смотреть. Ну вот комедия в частности. Еще какие-то спектакли идут здесь. Так, ну а мы с вами продолжим смотреть дальше на фигуры ледовые. Вам сюда сложно в Якутск приехать? Конечно же, да? Сложно. Билеты дорогие. Там сколько стоит? Там тысяч по 30, да, в одну сторону. Ну, 25, там 20. Ну и если по акции, может быть, даже за 15 можно лететь. Но все равно дорого. Это, наверное, минимум 30 тысяч только на дорогу надо, чтобы до Якутска добраться. С Москвы. Так, это мышь и медведь. Какая-то сказка. Мотивы. По мотиву я уже давно сказки не читаю, поэтому забыл, что это такое. Так, ну и еще одна скульптура. А это у нас дерево, да? А вот под деревом инопланетянин или кто это? Похож, да? Или это сова? Сова, что ли? Похоже на сову, да? Мне кажется, что это какой-то инопланетянин все-таки. Так, а что написано здесь? Мечерге, Улах, Тобо. Короче, вот это вот здесь изображена. Такая вот композиция. Так, дальше. А, ну это у нас олень. Он с рогами, да? А это у нас
снеговик стоит. Видно, да? Видно? Ага. Так, вот тоже блогер что-то говорит, ходит. Ля-ля-ля. Блогеров сейчас развелось. Так, что это? Олаф и олень. Вот это вот. Ну, не знаю, кто такой Олаф. Так, это что такое? Елка какая-то. Это что за клешня такая? Ага. А, вот мишка. Смотрите, точно, вот мишка. Вот эта мишка, это большой мишка. А это две елки таких каких-то хитрых. И вот этот маленький мишка лежит на этом, да, на большом мишке. Вот, я разглядел наконец-то. Так, написано, что Оюр и Читте. Авторы. Вот такая вот скульптура. Так, двое смотрит, 3 лайка. Ура! Лайков все больше и больше. Я стримлю уже 51 минуту на морозе в минус 20 градусов, кстати. В самом холодном городе мира, который построен весь на сваях. Потому что так дома просто строить нельзя. У нас вечная мерзлота здесь. Если что-то строится просто на земле, это фундамент потом дает усадку и здание рушится, короче. Так, ну это медведь, заяц и кто там сзади? Ежик, да? Еж. Так, название читаем. К Деду Морозу. Авторы. Видно, да? Вот авторы, вот такая скульптура. Так, и последняя композиция у нас. Это вот такая вот девочка. Девочка вот такая вот. У нее на руках птички вот такие, смотрите, да? Птички. И какой-то олененок, да, маленький. Маленький олененок. Вот так все вот виртуозно сделано. Смотрите, как все проработано. Ноги все. Это все изо льда сделано. Так, наводись. Давай наводись. Что он? Что-то у него не хватает, короче. А, вот так вот навелся. Вот. Смотрите. Видно? Нормально, да? Так. И название. Айлба Обото. Авторы и из какого улуса сделали. Ну вот все мы вас с вами фигуры вот эти обошли ледовые. Да. Хорошо, что их обнесли вот эти таким вот как лентой такой, да. И он мальчик, кто таки зашел туда, смотрите, а. Он один ребенок. Непорядок. Нельзя заходить. Нарушать правила плохо. Тут что-то у нас куча машин, куча народу идет. Да. Ну что, все, посмотрели еще раз. Давайте. Я пойду дальше уже. Пока стримится он, я буду стрим вести. 54 минуты на одном заряде аккумулятора я уже стримлю. Вот это фонтан наш, он так вот, но в зимнее время такой ажурной конструкцией украшается. Вот так вот. Так, опять фотосессия, не будем им мешать. Обойдем. Елка. Там вон Чисхан и Харчана, якутский Дед Мороз. И якутская Снегурочка. С ней все хотят сфотографироваться. Да, народу все больше и больше. Кстати, приходят. Ага, все фоткаются. Все фоткаются. Так, мне надо... Ой. Так, а тут что такое? Так, я, извините, перехватил тут сумку. Перехватил. Ну, вот этот трон. Трон. Там, смотрите, я сфотографировал видео разных.
Вот так вот он выглядит. Он никогда не пустует. Здесь все время люди. О, собачка прибежала какая-то, дворняжка. Ой, их даже не одна, а две собачки. Они чьи такие? Без ошейников. Ты чья? Собака, ты чья? Вон собаки, видите, да? Голодная, наверное, пришла. Чья собака-то? Чья собака? Ты чья такая? А где вторая тут была собака? Где-то вторая собака еще была здесь. Ходила. А вон они стоят, да? Они, это кто-то выгуливает их. Вон там видно. А это беспризорная, да? Бездомная собачка. Вот она пришла сюда. Хочет, чтобы ее чем-то накормили, что ли. Так, ну ладненько, пойдем дальше. Сзади вот смотрите на эти фигуры. Хвост-то какой у лисы, кстати, здоровый, а? Вот, смотрите. И далее, да? Такой хвост приличный. Так, напротив, вот это вот почтамт. Главпочтамт. Здание тоже старое, там каких-то 60-х, 50-х годов постройки. Но оно сейчас так украшено. Вот этим, короче, реставрировано. Главпочтамт. И вот индекс у нас 67730. Вот это вот сюда приходит, если вы по этому индексу отправите на главпочту. Отсюда же, кстати, происходит... О, привет, привет, там написали мне. Здравствуйте. Не успел прочитать, кто. Я сейчас в перчатках нахожусь, поэтому мне невозможно экран никак нажимать, поэтому мне, знаете, как я вышел из положения носом, тыкаю носом, кончиком носа. Так, ну все, ладно. Сейчас я еще раз развернусь, вам покажу площадь Орджоникидзе, как она сейчас выглядит вечером, а потом мы дальше с вами пойдем. Вот так вот она выглядит. 5 человек смотрит. Хорошо. Всем привет с самого холодного города мира, города Якутска. У нас сегодня вечер. Сейчас вечер, значит, конец рабочего дня, пятница. Люди сюда, вон, смотрите, горка, сколько там? Целая очередь. Видали, да? Целая очередь. Детишек-то, а? Ну, на площади Ленина тоже 2 горки построили, но там они больше. Видали, да, сколько их? Вот так вот. А там что щелкают, что-то такое щелкает. Интересное. Петарды взрывают или что. Так, ну все, вот давайте перейдем в дорогу. Так, мне тут главное осторожно идти, у нас гололед. Видите, да, какой? Не подскользнуться. Вот если замерзли, можете сюда. Вот это 4-й магазин бывший. Сейчас это торговый центр Якутск. Ну так же здесь до сих пор эти магазины, много-много всяких. Также здесь находится, извините, корейская кухня. Вот тут вот можно перекусить, горячее питание. Так, все, улица Дзержинского. Идем по улице Дзержинского с вами. Так, напротив здания ФСБ. А здесь тут какие-то входы тоже сделали. Социальная аптека. Никогда сюда не заходил. Никогда. Люди идут многие с работы. Возвращаются. А здесь что такое? Какая-то вывеска. Ага, такие вот делают сейчас. 24 что-то. Реклама, короче. Магазина. Реклама магазина. Всем привет. Ставим лайки. Я стримлю уже 59. О, целый час стрим. При морозе минус 20. Минус 20, по-моему, было. Так, тут тоже какой-то вход сделали. Цифровой комиссионный магазин. Вот здесь находится. Все тут. Первые этажа вот здесь выкупают квартиры и делают вход с улицы.
И туда можно подниматься. Извините, что не отвечаю на комментарии. У меня, значит, тут проблема. В перчатках я не могу никак нажать экран. Приходится носом нажимать кончиком носа. Еще получается. А перчатками невозможно никак. Смотрите, какой затор. Затор. Пятница. Смотрите, машин сколько. Это вот они там на светофоре стоят. Хотел сегодня сотовый, короче, вот этот в палку закрепить. Ну, знаете, палка такая, селфи-палка есть. А он не влез туда. Оказывается, он не подошел. Этот смартфон, он большой. Поэтому под него надо большую селфи-палку, такие крепление, чтобы большое было. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас овощи, фрукты. Видно, да? Вот там сколько овощей. Но я заходить не буду туда. Тут у нас всякое продают. Вон, смотрите, арбузы, мандарины, апельсины, хурма вон лежит, да? Помидоры, капуста. Что это? Сельдерей, да? Что это? Ага, лук. Вон там всякого, бананы. Ну, цены наши якутские, те самые. Фрукты у нас тут все дорогие, привозные. Бананы там 150 рублей. Яблоки от 150. Тоже 200. Мандарины 250 где-то. Вот таким образом. Так, здесь остановка. Дю США называется. Школа. Спортивная детская школа. Так, здесь. Что ж. Короче, тут горячая. Остановка, извините, остановка. Теплая остановка. Теплая остановка, видите, сиденье. Вот сюда можно зайти и здесь сидеть, ждать автобуса. Там есть мониторы где-то. Табло есть информационное. И чтобы на морозе не стоять, в мороз, вот таким вот образом. Здесь какой-то экран, что рекламу показывает. Место для вашей рекламы. Вот он. О, хорошо просветлен, он снимает. Замечательно. А вот это вот школа, детская спортивная школа. Вот она. Детско-юношеская спортивная школа номер 1. Городской округ Якутск. Вот сейчас работает, я не знаю, сейчас же карантин у нас во многих местах. Вот такая вот теплая остановка. Здесь реклама. Что это? Шахам. Шахам. Что за Шахам? Не знаю. Ну да, свет раз не горит, значит она закрыта. Значит она закрыта. Карантинные меры. Много заболевших у нас, значит, соответственно, все это правила безопасности, они соблюдаются. Здесь вот напротив здания полиции, хотела сказать милиции, полиция. Уже 10 лет, по-моему, да, полиция у нас. А вот это вот дом, вот этот хрущевка, да, вон, смотрите, да, пятиэтажный. И вот эти штуки, видите, да, такие же металлические рога типа стоят. Знаете, это для чего? Вот эти рога. Это чтобы почву промораживать. То есть вот в этих вот трубах там какое-то масло или что-то залито. И оно циркулирует и промораживает почву, чтобы не было оттайки. Это сделано специально. Оттайки почвы, чтобы фундамент вот этого дома, он, ну, его не повело. А то у нас же были уже прецеденты, когда фундамент, сваи там где-то уходили, даже часть здания обрушивалась. Вот смотрите, санки какие. Вот такие вот санки. Так, вот видите, да, вот эти рога. Слышно меня, надеюсь, да? Нормально. Я еще тут маску одел. Как бы. Хотя на улице зачем она нужна? Вот. Так, сколько стрим идет? 1 час 5 минут. На морозе минус 20.
Ура! Ставим лайки, пожалуйста. Так, машина завернула. Так, здесь какие-то тоже магазины, цветы, еще что-то. И здесь тоже такие рога сделаны. Для промерзания грунта, чтобы почва не размораживала. Сейчас же, знаете, да, глобальное потепление везде. Все. Для Якутска это, в общем, тоже проблемы составляет. Если будет потепление, значит, то возможно, что вечная мерзлота тоже начнет какую-то оттайку, фундаменты. То есть город у нас весь построен на вечной мерзлоте, на сваях, поэтому это есть определенный риск в этом отношении. Поэтому нам потепления никакого здесь не надо. Так вот, чтобы мороз был. Кстати, эта зима, она теплее, чем прошлогодняя была. Теплее. Я вот сейчас хожу, снимаю. Ой, извините. Выскочил персона, салон красоты какой-то здесь. Так, идем. Так, здесь вот напротив здания тоже. По-моему, это полиция. Здесь новое здание. Вот это вот такое. Что там написано? Ага, республика. А, это министерство. Получается. Министерство внутренних дел. Ага, республики Саха-Якутия. Так, а что-то? Проехал кто-то на велосипеде. Смотрите. Человек на велосипеде едет. Видали, да? А этот за ним бежит. 8 лайков. Спасибо. Спасибо. Всем привет с самого холодного города мира. 350 тысяч жителей в городе Якутске живет. Представляете, да? Вот, зима. Сегодня какой у нас? 4 декабря. До Нового года осталось совсем ничего, меньше месяца. Вот, кстати, смотрите, скамеечка. Если устали, можете присесть и посидеть, скушать пирожок, попить кофеек на морозе или мороженое. Лучше всего берете мороженое, покупаете и на морозе его кушаете. Это будет самое запоминающееся. Так, а вот этот дом, вот его недавно построили, и здесь вот это вот пристройка, это гаражи. Гаражи, парковочные места. И, так, тут они предлагали эти парковочные места по 2 миллиона. Цена сохранилась. А, нет, цена снизилась, да, было 2 миллиона. Вот, смотрите, сейчас, короче, одно место парковки стоит 1 миллион 550 тысяч рублей. Продаются стоянки. Вот здесь. Здесь вот еще одна собака. А, это та же собака, она все за мной бежит. Куда-то по дому. Вот видите, до сваи. Вот дома все вот на сваях построены у нас. Вот такие вот железобетонные сваи. Так, улица Дзержинского. Идем дальше. До остановки дошли. Остановка, по-моему, называется Дворец культуры. Или же, сейчас он дом кулаку. Смотрите, дом народного. Дом народов. Ага, сейчас называется он. Так, здесь Додо пицца, доставка. Ага. Денежный поток. Ага. Так что вот тут можно зайти пиццу перекусить, если вы замерзли, хотите погреться. Хотя вот напротив, вот в этом новом доме тоже всякие разные есть магазины, по-моему, тоже есть. А вон кафе, шоп есть. Кафе-шоп. Вот. А там, вот там вдалеке, такое большое здание, это дом быта. Ну, там тоже сейчас одни магазины. Кстати, там много пустых помещений, которые не сданы. Сейчас вот эти вот коммерческой недвижимости у нас в городе настроено. Ого-го, сколько. Это везде площадя всякие. В аренду можно сдают. Так, ну смотрите, вот этот дом. Этот небоскреб якутский. Вот смотрите, как он выглядит. Здесь такая подсветочка. О, как.
прямо как в этом, в Дубае, Бурдж-Халифа, да? Так, и вот мы пришли на перекресток улицы смотрите, Пояркова и Дзержинского. Там он вдалеке Рио, торговый центр. И смотрите, как украшено. Вот эта вся улица вот так украшена такими узорами. Так, нам надо подготовиться. И сейчас мы пойдем. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Так, все, можно двигаться. Двигаться надо только по светофору, потому что, видите, гололед. Тут тормозной путь у машин. Сейчас он длинный, поэтому лучше не рисковать и соблюдать правила безопасности обязательно. Так, ну вот этот скверик перед дворцом культуры. Давайте через него сейчас пройдемся. По снежку вот такому вот. Здесь лампочки, подсвечено все. Березки. Вот там вот памятник Карлу Марксу. Вот там вот вдалеке. Сейчас вы его увидите. Но я к нему не буду подходить близко. Вот тут такой скверик, короче. Где вот это вот дворец культуры. Так, он тоже, наверное, здравствуй, здравствуй. Я, извините, не могу отвечать, потому что у меня руки в перчатках. А перчатка, нажимая, не нажимая на экран смартфона, никакого реакции не происходит. Поэтому мне, знаете, что я додумался? Приходится кончиком носа тыкать. Он тогда реагирует. Так, что у нас? Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. Вот. Вот. Такая вывеска там. Видно вам, нет? Так, и все вывески, они сняты. Все, ни одной афиши нет. Представляете? А вот здесь что-то зато есть. Какая-то афиша одна. И он тоже весь. Ничего не светится. Тоже все карантинное, короче, у нас. Так, а здесь что? С Новым годом. Надписи все. То есть никаких публичных мероприятий, никаких проводов там. Ой, вернее, этих новогодних елок. Вот здесь обычно новогодняя елка проходит. В этом году не будет проходить. А там что-то монтируют эти. Какую-то вывеску эти. Ага, что-то они там... лампы, по-моему, да? Лампы. Подсветку делают. Так, вот здесь вот такая лестница хорошая. Так, и нам в эту сторону надо идти. Слушайте, хороший телефон, замечательный. Я уже стримлю 1 час 13 минут при морозе в минус 20 градусов. Смотрите, какая гора снега. Бах, сюда можно нырнуть и там жить в ней. Сделать эту ярангу. Да, там, кстати, тепло может быть. Люди же живут там, эскимосы изо льда делают себе вот эти вот жилища и живут там, тюленями питаются, рыбой и живут нормально все. Так, а здесь вот видно, нет, панно такое, смотрите. Ох ты, даже тут подсветку разноцветную сделали на Доме дружбы. Все моргает, переливается. Сегодня у нас небольшой такой как бы туманчик, но это из-за того, что снежок такой постоянно целый день идет. Мелкий снежок. Вот у меня тоже и перчатки все в снегу, и смартфон тоже весь в снегу. Ну, хорошо смартфон вот этот. Так, меня пропускают. Пойдемте. Хорошо смартфон водозащитный. Поэтому, в общем-то, мне не страшно. Я не боюсь за то, что там снег на него нападает и что-то. Улица Дзержинского. Вот можно присесть, кто устал, посидеть, мороженое поесть и дальше идти. Так, 4 человека меня смотрят, отлично.
8 лайков. Спасибо большое за лайки. Смотрите, а здесь вот эту КПД дом, да, его как сделали, балконы вообще тут застеклили. Такое однообразное застекление сделали. Это обычно стеклят все как попало, да, кто на что гораст. И дом получается в результате такой пестрый. А здесь они вот в одной гамме все сделали. Но это одна из первых КПДшек, которая в Якутске. Она еще четырехэтажная. Да, четырехэтажная. А вот здесь тоже эти система. Вот эти вот рога. Это для того, чтобы промораживать почву вокруг здания, чтобы свайное основание оно не разрушалось, не уходило. Да, вот смотрите, пробка какая. Это у нас получается. Там вон светофор еще один будет дальше. Дзержинского. Светофор Дзержинского, видите, как он называется? Лермонтова, ага. О, что-то у меня лагануло, да? Лагануло, что-то не было. Сейчас в эфире, да, все нормально. Хорошо, 9-я школа. Сейчас часть детей, короче, учатся онлайн, а часть детей учатся офлайн. То есть приходят в школу, там по каким-то классам все это. Ну или по желанию учеников, родителей, как они хотят, чтобы дети учились. Ну, конечно, дома сидеть целый день, если онлайн занятия, это с утра, представляете, с утра как ребенок сел за этот компьютер, так вот он за ним сидит до самого вечера. Хотя врачи, куда я там поехал? Хотя врачи, они говорят, надо ограничивать обязательно, чтобы дети сидели минимум за этими всеми гаджетами. А вот они сейчас по целому дню сидят. Это не есть хорошо, как бы. Это не есть хорошо. Угу. Вот еще одна, это хрущевка, да, у нас. Или КПД. Хрущевка, по-моему. Что ли? Ну, смотрите, пробка какая. Вон оттуда, да? Смотрите, улица Дзержинского. Вот сколько их машин. Город Якутск. Зима. Не проедешь, не пройдешь. Не проедешь, вернее. Вот такие пробки большие. Ну, многие, наверное, сейчас едут по магазинам, затариваются. Впереди праздники, большая затоварка. Люди будут готовиться к Новому году. Уже кто-то начался. Кто-то уже, ну да, уже начинают по базам ездить мелкооптовым, закупаться товаром, шампанским, черной икрой, красной икрой, рыбой. Надо будет еще, кстати, идея, как-нибудь сходить на рынок, постримить. Вот где продают рыбу, у нас прямо там на морозе они продают на улице. Рыбу, мясо продают. Прямо оттуда стрим провести. Поскольку техника позволяет, как бы уморозиться это все делать, можно, значит, это сделать. Так, вот я и дошел до остановки. Это у нас остановка Банковская. Это Банковская. 20-ка стоит. Так, идем дальше. Вот это электронное табло, которое показывает. Она, кстати, что-то не работает, что ли, часть только его светится. Ага, показывает там, какой автобус должен подойти. А здесь, вот напротив, вот это японский дом. Видно, да? Японский дом, там японский ресторан какой-то. Алмаз-Эргенбанк, банк пенсионеров. Потому что в Алмаз-Эргенбанке пенсию выдают. Короче, выплачивают. И туда любят пенсионеры ходить, они любят, знаете, наличкой получать. То есть отдельно садятся там и ждут, когда им наличкой денежку выдадут по старинке, да? Как вот привыкли они. Так, давайте. Вот мы дошли до перекрестка Дзержинского и улицы Лермонтова. Вот она. Так, здесь немножко постоим и пройдем дальше. Так, почему Банковская названа остановка вот эта вот? Потому что здесь вот несколько банков. Здесь вот Алмаз-Эргенбанк,
Потом здесь Азиатско-Тихоокеанский банк. Потом там Росбанк. А потом ВТБ банк. Потом Сбербанк. Потом Хоум Кредит банк. Потом Почта банк. Еще какие-то. Какие я забыл. Короче, куча банковских учреждений в одном месте. Поэтому и остановка решили обозвать ее банковской. О, смотрите, какие поток машин. Так, вот АТБ. Ну вот эта вот фигура, вон, видите, моргает она такая. Так, сейчас нам надо перейти на ту сторону. На ту сторону и мы оттуда пойдем. 1:21 стрим идет. Представляете, при морозе в минус 20. Снег идет у нас, снежок такой валит. Сыплет немного. Гололед на улицах. Но машин много, потому что не холодно еще. Не так сильно подморозило. Вот будет минус 40, тогда машин в 2 раза меньше будет. Уже не смогут многие ездить. Сейчас как бы машина еще прогревается. Сюда можно прогреть ее и ехать. А будут холода. Ой, как тут много машин-то, а? Смотрите, как идти, а? Вот он тут заехал, не пройдешь. Пятерка. 5 секунд, 3, 2. Так, пекарня. Пекарня. Здесь пекарня. Так, давайте мы с вами погуляем. А, вот это вот, смотрите, красивая такая штуковина. Моргает она. Она уже давно здесь соорудили. Уже не первый год моргает. А здесь вот этот новый дом. Здесь тоже, кстати, все новые дома. И в нем у нас бутики. Вестфалика, Шус, да, и так далее. Тут, по-моему, барбершоп есть. Если кто хочет себе бороду там подстричь, пожалуйста, вот в этом здании есть барбершоп. Или красивую укладку, там, прическу. Ну, для мужчин, естественно. Да, вот здесь вот смотрите, пробка. Пробкач конкретный. Конкретный пробкач. Так, и здесь все. А вот он. Барбершоп вывеска. Бродобро. Стрижки, мужские стрижки. Вывеска вот там вот. Если я поднимусь, там я могу даже поснимать, как они подстригают. Стригут. Так, фу. Так, о, светящиеся деревья. Смотрите, какая красота. И здесь пекарня. Вот он, пекарня. Здесь горячий зерновой кофе. Можно, если вы промерзли, да, можно сюда зайти, погреться, перекусить. Скидка 30%, кстати. На все после 18. Вот там. Так, а здесь тоже комплекс зданий вот таких вот. Это торговый центр «Апельсин». Вот вход в него. Смотрите, как сколько машин-то, а? Это кошмар какой-то. Смотрите, проще, по-моему, пешком дойти, чем... Так, тут осторожнее. Под наклоном дает. Вот он, торговый центр «Апельсин». Вон там написано «Апельсин». И вот у них здесь гирлянды вот так вот выложены. Так, 2 смотрящих. 10 лайков. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну и где-то сейчас мы, я, наверное, уже завершу стрим. Где-то вот здесь вот. Потому что я вот, если вам в аэропорт ехать, тоже 20-ка, 4-ка. Вот эта остановка. Вот тут люди стоят, ждут автобуса. Ну и здесь, что это такое? Шаурма. А, вот смотрите. Так. Шаурма. Цены какие там? 250 что-то. Ага, 200 рублей, наверное. Шаурма стоит. Открыто. Ага. Вон дальше. Так, а здесь магазин. Овощи, фрукты. Вот я вам через окошко, туда я не буду заходить. Не видят они, когда их снимают. Начинают сразу вопросы всякие задавать.
Так, вот. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Прочитал ваше сообщение, извините, я отвечать не могу, потому что у меня руки заняты, да в перчатках еще. Думал палку сегодня, селфи-палку, под телефон прикрепить, а он оказался, короче, ну, маленькая. Телефон большой, поэтому селфи-палка не подошла, маленькая оказалась. Надо селфи-палку еще менять. Так, а здесь кондитерская. Поэтому приходится его двумя руками держать. Кондитерская. Сладкие мечты. Торты на заказ. Пожалуйста, вот там вот. Зашли, тортик купили, если у вас какой-то... Если вам лень, конечно, или вы не можете сами сделать. Вот сюда заходите до 19 часов. Покупаете тортики. Вот тут у них уже... Это кто? Санта-Клаус с подарками. Пожалуйста. Санта-Клаус, аптека. Совкомбанк. А, вот тут еще Совкомбанк у нас оказывается, да. И здесь что? Планета Зоо. Собачкин магазин, да, для животных. Зоомагазин вот здесь вот. Кто не знал, жители города, вот здесь можете. Зоомагазин. Он тут так закамуфлировался, что его, в принципе, не разглядеть. Так. Ну и вот это вот, смотрите, здесь будка. Будка. Срочный ремонт обуви. А тут мастера сидят, которые обувь. Входить по одному человеку, без масок не входить. А не видно у него там, короче, он занавесил. И потом не разглядеть, что он там делает. Так, ну все, в принципе, я поснимал. Вот тоже старые дома вот эти вот. Хрущевочки. Балконы, смотрите, как отделали в одном стиле все. Чтобы не было какой-то там ерунды некрасивой. А вот так вот машину он поставил. Вывел вот эту вот трубу здесь. Смотрите, труба вот торчит. Она периодически включается, машина, и там температура поддерживается. Ну, на автомате такая функция есть. И температура. И он утром встает, выходит, ну, немножко, как это, надо разогреть двигатель, да, разогревает двигатель и едет по своим делам. То есть гаража вот такого не надо, да, этот гараж еще надо утеплять его, там электричество туда проводить. Короче, очень, потом эти гаражи вечно сносят, перевозят куда-то, когда-то что-то делается. Ну и вот мы по этим идем. Поэтому с этими Наташами это целое спасение сейчас, конечно, для людей. То есть люди, у людей появилась возможность ездить в зимнее время в Якутске. Да. То есть они, в принципе, ездят при самых таких морозах, когда минус 40, под минус 50 доходит температура. Так, час 29, 10 лайков, спасибо большое. 5 смотрящих. Так, вот старая Волга. Что-то про нее забыли, смотрите, да? Волга же, да, это? Забыли, вся она в снегу. Даже уже. Короче, а здесь вот сейчас я вышел на сквер геодезистов. Здесь вот такая горка есть. Это, кстати, компания Алроса. На ее пожертвование такая горка сделана. Детская. Вот, мне кажется, что все-таки вот это вот высоко, да? То есть, если ребенок там скатится, то ему вот попой сюда падать высоковато. Надо было как-то им сделать, там, не знаю. Так-то горка хорошая, да, как бы. Такая высокая, большая конструкция. А и здесь вот такие вот трубы. Такие вот трубы, 6 смотрящих. Так, давайте туда глянем. Вон, видите, труба. И там тоже труба. Ага. Так, я поправил сумки. Так, сквер геодезистов. Я вот не знаю, доделали его, не доделали. Короче, у меня такое ощущение, что тут еще что-то должны были сделать. Ну, а сейчас мы видим, здесь вот эти лавочки стоят, мусорки. И
Тут лампы какие-то, светильники должны быть, но что-то тут ничего не работает. У нас ничего не работает, и вот такая вот композиция. 250 лет землеустройству Якутии. Растительность, земля, озера, реки. Ага. И вот такие вот здесь узоры. Это, кстати, дерево. Из дерева все. Деревянные такие панели, и на них резьба. Вот такая вот резьба. Угу. Сделано. Ну, а напротив здания вот такой вот рисунок раскрашенный. Вот улица Дзержинского. Смотрите, да? Сколько машин. Ну ничего, подморозит. И будет меньше машин в 2 раза. Это они еще пока ездят, пока тепло. Да, пока тепло. Так, тут машина какая-то вынырнула. Давайте ее пропустим. Не будем лезть под колеса. Тем более гололед. Смотрите. Перекресток улицы Дзержинского и Кальвица. Вот это улица Кальвица. А вот эта улица прямо Дзержинского. Туда на аэропорт идет и дальше. Жатай, Кангалас. Так, ну смотрите, вот это теплотрассы наши. Вот по ним теплая вода. Теплая, холодная там. Теплотрассы, короче. СТЭЦ. Там в той стороне ТЭЦ находится. И вот по таким теплотрассам. Почему они все снаружи? Потому что закапывать их никакого нет смысла. Потому что зимой, если какая-то авария случится, выкапывать эту трубу, это вообще невозможно. Поэтому у нас все вот коммуникации, что кабеля, там связи какие-то, электропровода, они преимущественно все вот снаружи. Снаружи все. Чтобы была возможность оперативно их ремонта, замены. Ну вот. Улица Дзержинского в аэропорт идет у нас. А здесь... Так, ну, наверное, я здесь стрим прекращу, потому что уже, в принципе, или еще дальше постримить. 4 человека смотрят. В принципе, кто-то же смотрит, да? Царская охота. Так, вот это вот магазин по продаже туристского снаряжения разного. Там и ружья, и, короче, и так далее. А там сверху, видите, да, елка моргает. Там ресторан «Крыша» находится. Ресторан «Крыша». Ну и здесь мы видим, вот там вот надпись «Поздравления с Новым годом». Короче, нас поздравляют. Улица Калица. Такая вот улица. 3 смотрящих. Поток машин интенсивный. Рычаг как. Ну давайте я еще немного постримлю. Раз смотрите, раз кому-то интересно, еще пройдемся по улице Кальвицы в эту сторону. Здесь остановочка у нас. Молококомбинат называется остановка. 4 смотрящих, 11 лайков. Спасибо за лайки. Ну, если вот в том направлении идти, то можно прийти в речной порт. А здесь вот через дорогу молококомбинат находится у нас. Молококомбинат. Там у них есть магазин их фирменный. Там можно молочку, мороженое приобрести по невысоким ценам. Поэтому частенько туда ходим. Так, что-то тут новый баннер какой-то. Кто это? Сыры. Смотрите, сыры рекламируют. Ага, настоящий сыр. Это вообще магазин такой. И цены какие-то смешные. 329 рублей. Да, это, наверное, не сыр, а сырные продукты. Такие деньги. Это нормальный сыр, по-моему, он так вот от 400 рублей. По идее, 500, 600 стоит. Улица Кальвица. Идем с вами. 1 час 35 минут. Стрим идет уже.
Так, я его сохраню. Потом, если кому-то интересно, можете посмотреть. Город Якутск зимой в декабре месяце, 4 декабря. Температура минус 20. Наверное, качает, да? Ну ничего. Тут дело в том, что я даже не знаю, как вот этот стабилизатор будет работать на морозе. Стабилизаторы такие есть для сотовых телефонов, поэтому он может и замерзнуть. Вполне там же двигатели. Туда какой-нибудь иней насядет, он заледенеет, сгорит, не дай бог. Поэтому приходится вот так держать двумя руками смартфон и снимать, идти. Так что не обессудьте, если у вас что-то дергается там. Все-таки стрим идет с одного из наиболее экстремальных городов мира, города Якутска. Потому что у нас здесь температуры минус 43 3 месяца. Декабрь, январь, февраль. Ну вот эта зима у нас теплая, короче, выдалась. Теплая. В том году, по-моему, уже под 40 было, или за 40 даже. Вот в декабре, в начале декабря. А в этом потеплело. Отчасти хорошо это, конечно, отчасти не очень. Для Якутска потепление, оно не нужно. То есть здесь у нас все дома на сваях, поэтому не дай бог, если эти оттайка грунта будет происходить, эти дома, фундаменты могут их подкоситься, и, соответственно, начаться какая-то жуткая вообще ситуация. Поэтому у нас мороз, это хорошо когда. Это значит вечная мерзлота, она промерзает. Хотя глобально в целом идет потепление климата. Идет потепление заметно в арктических зонах. Там оттайка идет грунта заметная. Поэтому. Ну и вот торговый центр Улуру-Молл. Вот там вот куча магазинов. Айгуль, ДНС, Гипер, Бубльгум. Туда же, если за него зайти, там Sunway хозмаркет. Большой такой, где можно купить разные себе бытовую химию, конечно. И там же елки всякие. И там я эти елки снимал. Салон МТС видим. Магазин Хатуаз там же. Колбаску, если кому надо. Там оптимальные цены как бы в этом Хатуасе. Может пройти. Так, улица Калевица идем. По улице Калевица. Ну и, наверное, я сейчас уже стрим прекращу. Потому что у меня уже, я чувствую, тут аккумулятор подсаживается. 1:39. Стрим идет. 12 лайков, 5 смотрящих. Спасибо большое. Спасибо. Дальше. Труба какая-то газовая, что ли? Что это? Так вот она торчит прямо. Так, ну ладно. Извините, конечно, но все, у меня уже сил нету дальше идти. Мне надо, короче, 6 смотрит меня, да? 6 человек смотрит. Чем больше снимаешь, тем больше смотрит. Да? Это просто замечательно. Так, улица Калевица. Просто замечательно. Но в Новый год вот здесь будет вообще не протолкнуться возле этого Бубльгума. Потому что, под Новый год, потому что все будут затовариваться. И едой в Айгуле вот тут, и подарки брать и так далее. Тут вообще вот эта площадь будет вся заставлена машинами. Ну сегодня хорошо, тепло, слушайте. У меня даже руки-то не замерзли. Потеплело, 20 градусов. Вообще жара. Вообще жара. Я даже теплее, чем надо, оделся. Хотя одежда, она лишняя на морозы не бывает никогда. То есть, если вы идете на какое-то длинное расстояние, там, то все должны быть готовы к любым
возможным ситуациям. То есть у вас даже вот когда едете на машине в наших условиях, у вас должно быть что-то. Не дай бог, машина поломается где-то в дороге там за 100 километров от населенного пункта. Что вы будете делать зимой при минус 50? Да, поэтому надо все это предусматривать, рассчитывать. Так, вот здесь вот аптека, 122-я аптека, да, или 121-я какая? Вот муниципальная аптека. Здесь кондитерские изделия. Надежда, магазин. Надежда. Ну, это ЧП Зырянов, насколько я знаю, да? И, если я не ошибаюсь, да, и здесь у нас Колобок, всем нами известный герой сказки про Колобка. Вот он, такой Колобок, такой алкомаркет, опять второй этаж. Вот тут вот, если хотите. Тут у вас под боком. Но надо помнить, что у нас алкомаркеты работают до 8 часов. Вот он, Колобок. Так, ну ладно. Спасибо большое, кто смотрел. Я на этой, значит, уже вынужден прекратить вести репортаж, ага, потому что, в общем-то, у меня уже и сотовый там разрядился, и все подряд. Ладно, всем до связи. Смотрите весь стрим в записи. Всем пока. Так, я должен как-то завершить его. Так, завершить трансляцию. Окей. Я вот носом нажимаю, кстати. Оп. Да, что такое? Оп. Все.